Хизет Бендерсен. Я приехал не один, у нас московская делегация, приглашаю на сцену. Нумай Калашин. Геннадий Никандрович Волковаев, я его знаю с 90-го года, мы с ним в Москве познакомились и с тех пор мы дружим. С ним я записывал интервью, и на основе этих материалов вышла книга «Я вернусь». Видели, наверное, многие, да, эту книгу? Читали, очень хорошо. Вот, в этой книге я написал, что Геннадий Никандрович, как вы знаете, он последние 6 лет работал в Чечне очень плотно и усиленно очень работал. Я написал его слова, что он хочет домой, на родину. Он хочет еще многое сделать для чувашского народа. Жаль, что тают силы, но я хочу Чувашию. Чувашию я никогда не назову малой родиной. Чувашия для меня великая родина. Вот я хочу сказать, что сегодня он стоит перед вами, и хочу сказать, что я приложил определенные усилия, чтобы его вернуть на родину. Во-первых, с этой своей книгой. Он мне звонит и говорит: вся Калмыкия тебя ругает. Я говорю: что случилось? Считает, что своей книгой ты усилил мое желание вернуться домой. И потом, когда было 80-летие, 31 октября этого года, я второй раз полетел в Калмыкию к нему. Там проводилось очень крупное мероприятие, чествование его. Приехали делегации из 10 республик и других стран на уровне с участием правительства, президента. Чествовали его очень широко. Я понял, что все калмыки его любят, они не хотели его отпускать. Но я ему сказал, что 4 ноября я улетаю обратно, берите билет на 4 ноября. Он послушался, приехал, и теперь он здесь. Калмыки его очень любили, за ним ухаживали. И поэтому мне бы хотелось, чтобы он себя чувствовал здесь так же комфортно. А это зависит от нас. Мы желаем ему здоровья и счастья, чтобы он сделал очень многое для чувашского народа. У него есть желание. Если вы почитаете его труды, вы узнаете, что он сделал для калмыцкого народа. В Калмыкии он национальный герой. Его решение, его предложение принимается президентом, правительством. У него очень много таких предложений, введений. Например, Кугамай в детском саду. Правительство, президент платит деньги бабушкам, которые занимаются детьми, которые изучают свой родной язык. Могли бы мы и у себя такое вести. Потом Геннадий Никандрович, в Калмыкии, в Элисте, есть улица Андриана Николаева, есть школа имени Андриана Николаева. Сейчас президент рассматривает его предложение сделать улицу и школу Печорина, Никиты Печорина имени. Вот все наши великие люди, Печорин, Андриан, они известны Калмыкии, они тесно связаны, как оказывается, с Калмыкией. Вот. И я хотел бы еще сказать, Геннадий Никандрович, буду много говорить. Вот он говорил, что у него желание выпустить 9 книг, вы сказали, да? И когда вы говорили про первую книгу, вы немножко там оговорились. Я, конечно, мог бы об этом не говорить, но все равно уже напечатано его это пожелание. Первую книгу, книга под названием «Чуваш. Россия могла бы гордиться чувашами». Мы с ним много беседовали, я ему рассказывал о сынах Отечества, которые служат в Москве, Подмосковье. Мы выпустили, вот за мной стоят представители товарищества сына Отечества, официальные представители, мы сегодня приехали официально. Ильин Вячеслав Михайлович, полковник, он про себя скажет. На сегодня выпущено 3 книги про наших чувашей, которые проживают в Москве, в московском регионе, которые там служат, работают. Вот в частности я ему рассказываю. Есть генерал-лейтенант Гаврилов Николай Федорович, герой России. Он совершает дела, подвиги, о которых, я сомневаюсь, что вы знаете. В
В мире еще не было вертолетчика, который бы пролетел на вертолетах на Северный полюс и обратно, потом на Южный полюс и обратно. Американцы в восторге, они не верили, они говорили, что русские этого не могут сделать. Вот у нас такие герои. Вот в частности, строительство, он использует вертолеты для того, чтобы ставить шпили на церкви, на храмы, да. Вот никак не могли установить на Камчатке, Петропавловск-Камчатский. Он приехал, установил, да, на Курилах. Очень много подвигов совершает. Все последние, вот недавно было сообщение, что президент Путин полетел в Чечню и в горах возложил на месте гибели наших бойцов цветы. Кто, вы думаете, сидел за рулем вертолета? Наш земляк Гаврилов, чуваш. Все рискованные полеты Путина совершаются под его руководством, когда он ведет вертолет. А президент у нас рисковый, Путин. И ему помогает в этом наш земляк. И справляется очень хорошо. Знают ли многие, что в одной чувашской семье, Шанталейский район, Самарская область, село Четырла, 2 генерала Сидоровы выросли в одной семье. У нас не в каждой семье-то генерал есть, а тут сразу 2 генерала. Наверное, не все знают. В газетах я не видел, чтобы это писали. Вот я ему рассказываю вот эти вещи, и у него возникла идея. Он говорит, надо написать, Россия могла бы гордиться своими чувашами. И вот первый пункт книг, который он сказал, я не могу это сделать, я доверяю, как сказать, завещайте. Мне отказаться уже невозможно. Вы, правда, назвали фамилию Волков Геннадий Александрович. Я хотел сказать, там Викторов Геннадий Александрович должно быть. Я исправляюсь только потому, что это уже напечатано. Мне отвертеться уже некуда. Придется исполнять. Только очень сложно будет. Книга, он хочет объединить сына Отечества, и там, где Волга зовется батюшкой, книга его, там, где зовется батюшкой, долго пролежал в КГБ в архивах, сейчас его вернули, он говорит, что у меня сил нету его исправить, и вряд ли я его сделаю. Вот не знаю, как их скрестить, как их объединить и как сделать одну книгу, пока не знаю, думаю. Так, далее я хотел сказать, что в Москве товарищество Сына Отечества учредило премию Андриана Григорьевича Николаева. Мы сегодня хотели бы вручить медаль нашего земляка, великого чуваша Андриана Григорьевича Николаева, Геннадию Никандровичу Волкову. Сейчас я передаю слово Геннадию Никандровичу. Вас любят, знают не только московско-чувашская диаспора, но и воины московского гарнизона, Московского военного округа. Вы когда встречаетесь в гарнизонах, мы видим вас как прекрасного человека. Вы вызываете восхищение, доверие для воинов, у солдат, у генералов, офицеров. Это очень лестно. Мы видим, ради кого мы защищаем. Поэтому награду будет вручать ваш ученик. Повесит награду, там вывесит. Геннадий, пожалуйста, будьте добры. Командующий войсками округа на приветственный адрес в честь нашего юбиляра зачитает мать военнослужащих курсанта 4-го курса Военного института пограничных войск России при ФСБ России Ильина Белла Николаевна, дочь на 4-том курсе, уроженка села Шаказан, Каменской район, Ксении. Будьте любезны. Уважаемый Геннадий Никандрович, командование Московского военного округа искренне и сердечно поздравляет вас с
со знаменательным событием вашей жизни, с 80-летием со дня рождения. Вас всегда отличала высокая гражданская жизненная позиция, отзывчивость, жизнелюбие, оптимизм и стремление делать только добро. Все эти качества снискали вам заслуженный авторитет и глубокое уважение не только у чувашского народа, но и народа Европы и Азии. Добрые воспоминания оставляете вы о себе и у офицеров Московского военного округа. За период вашей работы в городе Москве эти теплые отношения с нами вы поддерживаете постоянно. Ваше трудолюбие, взаимоотношения в коллективе, умение работать с людьми заслуживает того, что мы вас считаем одним из лучших педагогов современности. В этот прекрасный день, в день вашего 80-летия, от всей души желаем вам, Геннадий Никандрович, огромного счастья, здоровья, оптимизма, успехов во всех ваших начинаниях, благополучия и долгих лет жизни. Далее, Хиземли Геннадий Никандрович. Ебесерия Перчавашка выросла сывыгана забарашень. Ергизем Балахманом мар. Меньшин дизес изир паян. Шак щудагун, шак сцены шинче. Хавар анюшин день. Юратна. Камалланна анюшин день. Шавдери нумай каларе. Кущуль видер. Халя выросла. Я помню руки матери моей. Я помню руки матери моей, хоть нет ее, давно уж нет на свете. Я рук не знал нежнее и добрее, чем твердые, мозолистые эти. Я помню руки матери моей. И я хочу, чтоб продолжали дети натруженные руки матерей. Я помню руки матери